3, 2, 1. Так, ребята, всем привет! Прошел примерно день, да, как после того видео. Сегодня у нас вторник. И знаете что, вот после того, как я утеплил, я в тот день еще поездил, у меня уже плюс 1%. То есть было 66,6 число дьявола, да? Сейчас уже 67,93. То есть растет примерно вот так вот. Это понятно. Сегодня у нас минус 44, да? Ну, ощущается как, вот все равно холодно, короче. Вот даже вот посмотрите на щеку мою. Просто вот вышел, чуть-чуть походил, да, вот незащищенный. У меня сразу кожа обветрилась. Вот мазью намазал, чтобы это быстрее зажила. В общем, сох у нас вот, как у нас, так, температура батареи 12, да, ну, когда выезжал, было 16 примерно, то есть все равно выдуется. Это я где-то час ездил. Вот сох у нас, ну, на скрине покажу, все будет понятно. Что я сейчас хочу сделать, как разогнать. Ребята, еще вопрос такой. Кто как разгонял? Есть по-любому специалисты, да, такие, ну, у кого так получалось разгонять батарею, то есть до 100%. Понятно, что можно сбросить, но я так не буду делать ни в коем случае. Только сама машина как может поднять, так и она поднимется. Мне так кажется, да, какое должно быть условие. Должно быть минус 30, то есть компьютер должен видеть минус 30 на панельной доске. Вот показано минус 30, это максимально, насколько японцы задумали, то что минус 30 это все уже. То есть сейчас у нас 44, соответственно, батарея должна думать, что там минус 30, а сама температура батареи плюс, ну, говорят, что она должна быть от плюс 10, тогда только идет перерасчет. Все это понятно. То есть, если возможно как-то сделать, например, летом, да, чтобы она перерасчет не делала, вот, ну, как бы не ухудшала, или как это, как говорится. Понятно, что батарея деградирует, но есть такое мнение, да, то, что она деградирует только в своем мозгу. То есть, как это сказать, прошивка ее преднамеренно занижает показания соха. Почему так делается? Ну, просто это перерасчет какой-то, от каких-то показаний зависит. Возможно, даже батарея у меня не 67, да, то есть понятно, а может быть даже 80, 85. У меня есть знакомый, у которого точно такой же лиф, у него 85 сох, то есть 11 палок, 85 сох, то есть пробег примерно у нас одинаковый, да, все одинаковое, только у нас единственное, что у него батарея показывает 85, а у меня 67. Понятно, что у меня в Японии чадемо там заряжалось 438, возможно, там перегрели. Ну, в общем, посмотрим, что из этого выйдет, из этого эксперимента, сколько я смогу добавить киловатт. То есть моя основная задача это добавить киловатт. То есть у меня сейчас на данный момент показывает 10 киловатт, да, ну вот 71% заряда и 10 киловатт. Но когда я выезжаю, у меня примерно там 15 киловатт. Плюс печка у меня, когда я выхожу, то есть включаю, сразу еду, у меня там около 3 киловаттов, то есть она падает до 1,5 примерно. Я, то есть, так езжу постоянно, то есть на четверке, на лобовую и на ноги, и 1,5 киловатта. Ну, в общем, посмотрим. В течение недели я буду снимать видео, то есть показывать, ездить на гору. Возможно, не буду ездить на гору, то есть сегодня я вот поезжу по этой горе. Эта гора у нас такая вот извилистая, всяко разная. Она составляет 3 километра, туда-обратно 6. То есть 3 километра я иду в подъем. Я разгоняюсь где-то вот 30-40, да, ну, то есть киловатт трачу 30-40 на подъем. Скорость у меня где-то 75. Подскажите, как правильнее сделать? То есть, может мне вообще 60 давить и тогда подниматься в 100 километров на эту гору, ну, чтобы, как это сказать, разогреть батарею, да. Спускаясь, я разгоняюсь до 80, и рекуперация у меня до 20 доходит. Почему? Потому что у меня доступно всего лишь 3 шарика. Вот, 3 шарика здесь доступно, потому что батарея, видимо, холодная, и поэтому у меня вот так вот, ну, не впитывает она вся, когда холодная. То есть, если было бы сейчас 25, то, возможно, бы сразу 4 шарика у меня были бы, и до 30 киловатт подъем был бы.
То есть сейчас на данный момент 67-93, почти 68. То есть если так дальше пойдет, то есть я уже увижу в будущем 70% соха. То есть киловатт должен подняться, то есть будет уже не как сейчас 14,7, да, заряжается, а 15, возможно даже 16. Ну, посмотрим. Итак, ребята, сейчас попробуем сразу поехать, да, то есть покажу, как я вчера сделал. То есть у нас гора 3 километра, сейчас у меня 8,9, да, ну вот остановил Ашку. И поедем. То есть у меня сейчас сок 70. То есть я вот разгоняю где-то вот до 40, ну 40 киловатт трачу, чтобы максимально быстро разрядить ее операция. Кстати, вот привет ребятам, как она, Платон, да, называется. Они стоят вот у нас вот так вот, наверное, везде так стоят. Ну так, ребята, то есть я разгоняюсь с этой горы, которая 4% имеет наклон, да, ну до 80, грубо говоря. До 80 разгоняюсь, и все, до 40 у меня идет рекуперация. То есть я отпускаю газ, но она у меня идет только до 20. Понятно, потому что у меня всего 3 шарика загораются. То есть когда будет температура плюс 15 градусов, да, по всем ячейкам, тогда она уже начинает впитывать в себя макс бет, как говорится. То есть я разгоняюсь до 80, даже можно больше, даже можно, оказывается, здесь 96. Ну и все, и катимся. В прошлый раз, то есть вчера, да, я так поднялся сюда, на эту гору, аж 6 раз. 6 раз я поднялся, уже устал на эту гору, то есть это 6 умножить на 6, сколько это будет? Короче, сколько это будет? 36. 36, да? 36 километров я туда-сюда просто так проездил, и у меня 1% поднялся сох. Но это не есть истина, да, я так считаю, потому что возможно как-то по другим способам можно батарею, как сказать, ну, сох увеличить. В данном случае я вот вообще качусь. А можно вообще, по идее, на дэшке спускаться? То есть я ехал на D, а если на дэшке, то, наверное, всю дорогу можно просто. Рекуперация сколько будет? 10. 10 не так много, да. Но зато она постоянно, то есть не надо тратить на разгон. Я качусь, заряжаюсь. Кстати, есть тут показания. Где показания, сколько она заряжается сейчас? 261. Ну, я не знаю, честно, где смотреть, куда смотреть. Ну да, можно, кстати, на дэшке спускаться. Ну, что-то рекуперация очень маленькая. На P я включу сразу, как будто тормоз нажал прямо с горы. Гораздо эффективнее. Ну, сейчас, думаю, раза 3 сегодня туда-сюда съездим и посмотрим. А так, в планах в следующий раз вообще максимально сколько раз можно подняться туда-обратно. То есть получается, ты же как бы спускаясь, заряжаешься, то есть фактически 3 километра тратишь, 3 километра тратишь, 3 километра заряжаешься. Конечно, рекуперация не будет справляться 100%, то есть нельзя будет в ноль выйти, да, но какой-то процент все равно. То есть сейчас еще раз. То есть я не вижу смысла разгоняться, например, 140, да, а потом рекуперировать, потому что у меня все равно 20. Лучше найти такую гору, мне кажется, да, и туда-сюда съездить 2-3 раза, чтобы увеличить пробег. То есть на данный момент, если у меня получится поднять до 100, что очень-очень было бы круто, то я спокойно смогу с
печкой сделать 120 километров. То есть оживить батарею, взбодрить, как вы называете это? Взбодрить, разбудить. Ладно, поедем, короче, в другое место пока. Что-то надоело туда-сюда ездить. В общем, ребята, такими вот способами в течение недели я буду разгонять сох. Посмотрим через неделю, сколько получится.